Ребята, всем привет! Вот такой визелек к нам приехал с проблемой. В общем, проблемка у человека. Постоянно ошибки выходят по бедной смеси. До этого он приезжал, ошибки сбросили, он покатался, опять вылезло. Но вчера еще и суть такая, что у него горелым запахло. Прямо в салоне начало пахнуть горелым, а горелым сегодня мы вот так вот, в принципе, как бы посмотрели, капот открыли. И вот здесь, вот в этом районе Феррадо пахнет. Вот в этом районе, где коробка, запах такой Феррадо. Типа как горелое сцепление, да? Да. Диски, либо тормоза, вот когда колодки начинают. КамАЗы же едут на тормозах. Ага. Такая же байда. Ну, в общем, пока мы со сцеплением ничего разбираться не будем. МВДО еще. Да, мы сейчас сначала разберемся с топливной системой. С топливной системой мы сейчас будем вскрывать бак. Вот это все будет сейчас разбираться у нас. Будем вытаскивать сиденье, вот эту торпеду, консоль, все будем снимать. И добираться до топливного бака. Посмотрим фильтр, поменяем, скорее всего. Скорее всего будет заменен топливный насос. Ну и скорее всего будут заменены форсунки, я так думаю. Вот, потому что форсунки уже если забиты, то уже все. С ними уже вряд ли что-то сделаешь. Ну а дальше будем разбираться уже, что. Будет у нас гореть сцепление, не будет. Может это следствие неправильной работы двигателя какая-то. Тоже может быть. Двигатель работает под нагрузкой, поэтому как бы так. В общем, такие дела. Такое вот у нас такая работа. В общем, с визелями проблемы по сцеплению бывают. Никто не меняет жидкость в тормозах. Тоже надо, по идее, обслуживать. И проблема у них по форсунке, по топливной системе. То, что она у них высокого давления, джедайная. Наш бензин не терпит. Тут либо чаще менять фильтр надо, топливный, либо, ну, другого не дано. В общем-то, надо менять фильтра, чтобы бак был чистый. Ну, и иногда надо, может быть, присадку какую-то в бак заливать. После чистки именно бензобака и после чистки этого надо промывать топливные инжектора. Вот так. Пытаемся до топливного фильтра. Чтобы до топливного добраться, здесь надо снимать передние сиденья, снимать вот эту консоль. Топливный фильтр находится вот здесь. Ну, то есть бензонасос с топливным фильтром. Там такая кассета пластиковая или какая она. Она вот здесь прям находится. Сейчас будем париться, конечно. Что там? Просто здесь. Под сидушкой, под передней, под водительской находится насос. Еще лучше. Это у нас РУ-4. Не знаю, как на других. Короче. 18-й год. А что здесь тогда? Под торпедой. А у меня там. У тебя там? Да. Так вот тут вообще заебись. Ну то, что вот эту хуйню у них, видишь, вот это стоит. А? А этот. Чё? У меня там. Ну хрен У пойми. меня ручник, братан. Ну вот давай, здесь. короче, снимем, посмотрим, что. Если это насос с фильтром, Это насос. с фильтром, Да. вообще ништяк тогда. У него, короче, есть грубая И тонкая чистка. и тонкая чистка. Вот А там тут-то- может быть. тут Вот с той стороны. Другой, да, получается? Да. Ну, может быть. Здесь у него грубая там. Сейчас Ну, вот такой фильтр. позыркаем, что? С сеткой, короче. Ну, позыркаем сейчас. Если что, будем эту разбирать, что делать. Короче, это надо продуть нах. Прежде чем так. Что сказать? Бак грязный. Вон там какая-то опилка присутствует, металлическая. Вон, крупицы. Вот это все летит у нас в двигатель. Форсунки. Я предлагаю сейчас слить весь бензин, нахуй. Вот этот. Отсюда, вот через эту. И добираться дальше до туда. До вот этой хуйни. До бензобака. Ну, до бензонасоса. Ну, бензонасос, значит, вот здесь. А бак надо сливать. И мы его... Как мы его чистить будем, я не знаю. Тряпкой. Как-то же надо. Так, давай, сейчас. Ну чё? Выкачали мы весь бензин отсюда. Бак. В баке он грязи. Вон, видите, да, грязь присутствует какая.
Всякие крупинки валяются. Вон он. Такой крупинки вообще в достатке, чтобы забить систему на визелях. Бак у него пластиковый, покажись. Сейчас Максим добирается до топливного насоса. Топливный насос у него с пассажирской сиденья. Там тоже все это надо, слышь. Возьми щеточку. Щеточкой. Грязь эту всю пошуруди и этим засоси. Щеточкой. Ну. Зубной, что ли? Ну, можно и зубной, можно этой, такой, кисточкой. Вот это датчик навесили уровня топлива. Сбивать его тоже нельзя. Но вот сеточку эту менять надо. Сетка грязная, заборник это. Короче, надо это. Чё? Я думаю, ей надо... А, вам уже выкачали? Выкачали, но? Газ ушел, Но. значит, пробку не надо открутить. Короче, разбираем топливный насос. Вот он, топливный насос везеля. А, вон оно чё. Чё? Вот эта хуйня. Угу. Что хочешь сказать? Еще там что-то есть? Конечно. Фильтрующий элемент, да, Да. какой-то? Внутри него, вот он, походу, он. Да, да. Это заборный, или, получается, фильтр, а там еще что-то Куча есть. фильтров ебаные вот налепили. Угу. Ну, это хорошо. Не, ну это с одной стороны хорошо. А что он пропускает-то тогда? Один хрен всю грязь. Так, а как же вот эта хуйня у нас? Ну как-то же она у нас разбирает. Ну вон же защелки, вон, видать. Подожди. Вот это не... Это появится. Вот Мгм. эта хуйня не разбирается, Ну. по сути. Ну. Вот эту всю хуйню продают. Может вот это все в сборе, скорее всего. Вот эту всю хуйню продают в сборе. Да. Давай тогда я все беру. Японцы. Давай я все беру, насос беру с собой. И вот Только, это. может быть, у них вот, ну, этот, топливный... Вот эту сетку тоже надо снять с собой. Взять, забрать ее. Вот это колечко, по М. сути, должна была Там внутри сняться. засаленный. М? Да. Вот это колечко снимается. Да, А да. почему? А оно почему-то дернулось. Мы почему-то до него каким-то образом не должны. Вот по форсункам что хочу сказать, что вот достали мы с этого везеля форсунки. Вот что происходит. Вот. Дюза забита полностью напрочь. Даже ее не видно. Вообще ничего. Вот. Это еще слабенькая. Не знаю, как она А вот это вообще жесть. Вот Ну. это вообще жесть просто. Жесткая. Вот. Здесь тоже. Вот. Это же даже непонятно, как она распрыскивала. Она, может, не распрыскивала, получается. Вот. Бородавка какая. Да она просто забитая. Тупо. Ну. И бесполезно с ними что-то делать, их только менять. Но, в принципе, чем? Фильтр надо менять нам. Фильтра по-любому нам нужны. Ну, по сути, да. Сейчас тогда Уже же. я во Владивосток заказ сделаю. Пусть пока стоит. Что делать-то? Впускной коллектор тоже весь черный. Там внутри просто жесть. Это вот из-за нашего плохого топлива такая история происходит. Тут не видно ничего. В общем-то, вот такая вот картина. Масло. Ну, у всех везелей такая проблема. У него сколько пробега? Не помню. На, Не, посмотри. у него что-то было около 80. Да? 60. Вообще мало было. Мгм. Я поэтому... Ну да, много- она 80 что-то. машина такое. свежая. Ну, Ну и вот у этого тоже получается. У этого, как его забыл. У Тимура. У него точно такая же была история по форсункам. Вот все то же самое. Вон. Даже если взять вот. Во. Что творится. Вот это все с форсунки. Вся грязь. Почистить их, попробовать. Но без импульсов, если почистить просто. Не знаю, получится. Нет. Ну говорят, что не получается. Чистили их, пробовали.
многие пробовали и говорят только замена. Вот так вот. Поменяли мы форсунки на этом везеле. Вот они лежат. Уже вот такие вот все. Вот. Помыли бензобак сегодня. Фильтра мы не поставили. Почему? Потому что нет запчастей в Якутске. Сейчас закажу завтра. Должны прийти. Этот везель еще к нам приедет. Мы ему фильтр поменяем все-таки. Ну и почистили бак. Баки у него, то есть у выдового автомобиля, у выдовых везелей, именно РУ-4, у них получается под сиденьем лючки. Под пассажирским и там, под водительским 2 лючка. Один заборник, другой получается просто датчик стоит. Один конкретно с бензонасосом. Вот. То есть вот надо доставать все это дело. Где датчик стоит, там меняешь сеточку, получается, тоже надо ее найти. Ну, мы ее продули просто компрессором. В принципе, нормально должно быть. Двойной бак Да. получается. Ну, бак грязный был, внутри сильно было жижа, вот этот в конце, которая, Да. как это, осадок, стружка стружка какая-то, металлическая какая-то, ага. Стружка была металлическая, как будто от насосов каких-то была вот такая байда. Ну, это, видать, там где-нибудь на МПЗ. Насосы, наверное. Стружка у них, вот эти шестеренки летят. Да, и может, что кинули, хуй знает, что откуда там. И вот такая вот байда. Сейчас мы поставили сюда новые форсунки, двигатель шепчет. По пропускам у нас практически ничего нету. Все в идеале. Вот. Во втором цилиндре только один пропуск показал. Но это нормальная история. У Honda у всех как бы такая байда. Редко у кого идеально бывает, без пропусков. Ну, а так все нормально работает. Двигатель работает. А Мяг- самое мягонько. главное, второй этап-то вообще по нулям идет. Какой? Ну-ка вот здесь, Как? вот, не, где пропуски? Пропуски? Да. Вот Да. пропуски, вот вообще, Ага. вообще. Ну да. Это Бэшки получается. 1, 2, 3. Пропуск вспышки Б, да? Да. Ну, по нолям, ага. Вот, по нолям все. Ребята, смотрите. Сделали сегодня вот так визелька. Ну, в общем-то, помогает только замена форсунок. Чистить их бесполезно. Вот такие дела. Так что подписывайтесь на канал, смотрите, лайкайте. Сейчас мы его еще калибровочку сделаем и отпустим домой. Осень встретит на пороге октября. Старый кален он помнит, где встречались ты и я. Очень я скучаю, тут так сыро без тебя. Да, тут серо, как всегда, снова с крыш течет вода. Осень станет вальсом и закружится листва. Помнишь, как кружил тебя, как кружилась голова. Знаю, что под платьем снова носишь кружева. Что свели меня с ума, ты стала осенью сама. Стану для тебя я желтым листопадом.